Военные действия на Ближнем Востоке вызвали большое беспокойство у жителей республики. Многочисленные жертвы детей, женщин, стариков, мужчин не поддаются осмыслению и причиняют боль. Люди переживают за братьев по вере, активно наблюдают за происходящим в секторе Газа и молятся за скорейшее разрешение ситуации и признание Палестины независимым государством. Правда, находятся и те, кто пытается воспользоваться чувствами людей и дестабилизировать обстановку на территории региона. Определенные лица создали националистическую группу в одном из мессенджеров и активно призывали жителей республики собраться 1 ноября в аэропорту Магаз, где якобы ожидается самолет с беженцами из Израиля. Данная акция не была поддержана нашими гражданами, и вовремя сработавшие правоохранительные органы смогли данную акцию прекратить. Данная информация у нас не зародилась в республике, а из территории Европы и с других стран. Учитывая, что аэропорт Магаз никогда не имел прямого авиасообщения с Израилем, да и в принципе не принимает международные рейсы, фейковая новость о прибытии израильского судна звучала как минимум абсурдно. И все же нашлись те, кто повелись на провокацию и принялись активно распространять ложную информацию, которая могла повлечь за собой массовые беспорядки на территории воздушной гавани. Так, с сотрудниками ФСБ были задержаны несколько жителей Ингушетии. Один из задержанных рассказал, что о планах устроить акцию он узнал из группы WhatsApp под названием «Антиевреи». 30 числа интернет видео вагенерсу. С Израиля самолет айваш. Магаз. Суд с баргедейна. از واتساپ گروپ های انتی ویدا پروکارت خانی استقدیش دیده چونسا واپس خامپوز ویتی که باز بات اوز پرو نیتن اورگانیز تاوی خالصا ابیش نیت چون قیتا عارفیوخ میتینگی участь در میتینگی خانر угловно делать из групп хайра из лидера деркивяно. 30 числа я поступил в группу WhatsApp-группу антиевреев. Они там обсуждали о прилете граждан из Израиля и настаивали делать митинг в аэропорт Магаз. Потом 31 числа меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что делать неразрешенные митинги запрещено. Правоохранители неоднократно отмечали, что произошедшие ранее события в Дагестане инсценированы через соцсети, в том числе с территории Украины агентами западных спецслужб. Организаторы распространения фейковой информации зачастую находятся за пределами регионов. Применяются меры по выявлению лиц, которые распространяют данную ложную информацию в сети интернет и мессенджерах WhatsApp и Telegram. Данные лица, которые участвовали в распространении этой информации, были установлены, которые участвовали. А также проводится работа для дальнейшего пересечения распространения этой ложной информации. Правоохранительными органами предпринимаются все меры. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают граждан. Попытки организации массовых беспорядков или незаконного проникновения граждан на режимные объекты и объекты транспортной инфраструктуры влекут административную и уголовную ответственность по ряду тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса страны. Данные действия, если бы у нас произошли, то они обязательно, конечно, попадают под статью 282 и 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде от 3 и до 10 лет лишения свободы, а также исправительные работы. Также очень важно следить за своими действиями в сети. Попытки разжечь межнациональный конфликт могут привести к серьезным последствиям. В порыве эмоций, ненависти к другим национальностям, к власти, многие позволяют себе унижать достоинство других людей, сеять вражду. Эти действия наказываются административным штрафом в размере до 50 тысяч рублей на первый раз. Если в течение года то же лицо совершит аналогичное деяние, то размер штрафа составит уже от 300 тысяч до 500. Либо закон предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет. Статью 280 – это разжигание межнациональной розни и унижение человеческого достоинства по
типу национальности, религии, и полу, и вероисповедания. Данная статья у нас в Уголовном кодексе предусмотрена, и за призывы к разжиганию межнациональной розни могут быть привлечены к уголовной ответственности, а также и к административной ответственности. Министерство внутренних дел России с 1 ноября запустило ежегодную акцию «Нет ненависти и вражде». Она продлится до 10 ноября. Акция направлена на формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, пропаганде негативного отношения к радикальным движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, нетерпимости к вражде и ксенофобии. В основном это направлено на профилактические мероприятия с молодежью в учебных заведениях, встреча с разными представителями диаспор республики, которые у нас есть. Потом это у нас выступление на телевидении, доведение информации до нашего населения. Правоохранительные органы напоминают гражданам республики, что нарушение общественного спокойствия, несанкционированные мероприятия и экстремистские действия никогда не приводят к благоприятному исходу. Ярким примером служат беспорядки, произошедшие на территории аэропорта Махачкалы. Пострадали невинные сотрудники, задержаны более 80 человек, возбуждены уголовные дела. В МВД призывают быть бдительными, не поддаваться на провокации людей, пытающихся раскачать ситуацию на Кавказе и нарушить порядок, установленный большой ценой. Хотелось бы, чтобы молодежь перед тем, как совершить какие-то действия, уточняла информацию, которую они получают, достоверна ли данная информация или фейк. После этого только совершали какие-то действия. Диана Дударова, Султан Могушков, Новости 24.